Я являюсь девушкой с инвалидностью. Человек, который изнасиловал меня, он работал в больнице. Это было неожиданно, потому что мы привыкли, что милиция, медицинские услуги нас защищают. А у меня получилось там наоборот. Он изнасиловал меня руками, но закричать я не смогла, потому что я знала, что я была в закрытом помещении. Поначалу я не понимала, что же произошло. Ведь я должна доверять тем людям, которые мне помогают. Я подошла к другим врачам, рассказала, сказала, вот так вот он перешел личностные границы мои. Мне сказали, тебе показалось. Ты придумала себе, что он перешел твои личностные границы. Он тебе помогал. Но я понимала, что он перешел эту грань. Пыталась рассказать, но мне никто не поверил. Я долго, не 1 год боялась обратно пользоваться услугами, медицинскими услугами. Обращалась потом к психологу, чтобы перестать бояться, когда ты обращаешься за какой-то помощью. Я до сих пор знаю, что этот человек не наказан, что этот человек продолжает работать, продолжает помогать, но рушит жизни многих молодых девушек. Это больно, потому что никто не решается об этом сказать. Я бы хотела, чтобы, если об этом говорит человек, что его личностные границы перешли, им верили, и можно было бы наказать таких людей. Чтобы у нас действительно наши медицинские услуги нас защищали. Да, мы знали, что мы можем без страха, без боязни пойти туда и получить лечение. Сейчас мне иногда бывает тяжело, потому что это не забывается, как бы ты ни старался. Я бы хотела сказать, чтобы если люди понимают, девушки понимают, что их границы прошли, да, черту вот эту прошли, доверять себе, доверять своим ощущениям, и чтобы таких людей наказывали.